Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Завершаются каникулы. Скоро для школьников начнется горячая школьная пора. Пора интенсивных учебных нагрузок. И, конечно, хочется, чтобы дети не болели, чтобы острые респираторные инфекции обошли их стороной. И для этого необходимо проводить профилактику данных заболеваний. Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Для того, чтобы узнать, как проводится профилактика простудных заболеваний в семьях, мы провели опрос. Что делаете, чтобы ребенок не заболел? А что мы делаем даже? Скорую помощь вызывала до ночи, потом врач пришла на другой день. Это когда уже ребенок заболел, получается, правильно? А вот чтобы он не болел, соответственно, спорт, может быть, определишь. Может, спорт, занятия? Улица занимается и все-таки как-то, не знаю даже, что сказать. Здоровое питание, может, какое-нибудь? Да. Ест и витамины, яблоки, все, игрушки покупаем. То, что прописывают, все рекомендации врача. То есть по рекомендациям врача вы их соблюдаете и, соответственно, все проводится? Да. И ребенок болеет, не болеет? Как? Нет, не болеет. Не болеет. Ему только годик, но, по крайней мере, у нас без... Год прошел хорошо. Лечим как. Соответственно, по назначениям врача лечите? Да, назначение врача лечим, да. А вот до гриппа, если, допустим, пока его не случилось, вот что вы делаете? Ничего не делаем. Если гриппа ничего нету, ни температуры, ни кашля нет, никак не лечим его. Закаляем ребенка, в бассейн ходим. Желательно свежие овощи, фрукты принимаем. Вот. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Хорошая профилактика. А здоровый образ жизни вот в чем заключается? Ходим в парк, катаемся на велосипедах, бассейн посещать любим очень. Да, мы, в принципе, еще не болели. Ничего не делаем. Не болели еще? Сначала приходим к врачу, потом она, как сказать, дает лекарства, приписывает, лечимся с лекарством. Мы с детьми не болеем, потому что постоянно занимаемся спортом, а именно фитнес-аэробикой, степ-аэробикой, хип-хопом и ходим в секцию футбола. В результате опроса мы выяснили, что в большинстве семей уделяется недостаточное внимание профилактике простудных заболеваний у детей. Как только начинается учебный год, дети начинают массово болеть. Казалось бы, детский организм должен иметь после лета хороший запас прочности. Ребята отдохнули, выспались, побывали на свежем воздухе, питались фруктами, овощами. Так в чем же причина того, что они начинают болеть целыми классами? А дело в том, что повышение заболеваемости в сентябре – это инфекционный процесс. Дети болеют в первую очередь потому, что они оказались все вместе в закрытых помещениях. И каждый из них принес в общую среду свои микроорганизмы и вирусы. До 1 сентября дети были разобщены, у них не было такого количества контактов. Даже если кажется, что все дети в коллективе здоровы, кто-то из них все равно может оказаться носителем какой-либо инфекции. И он становится источником распространения заболевания в классе. И начинаются острые респираторные инфекции у детей. И дети начинают болеть так называемыми в народе простудными заболеваниями. Хотя заболевания под названием простуда в медицинских справочниках нет. Это подразумеваются заболевания дыхательных путей, острые респираторные инфекции. Причиной возникновения острых респираторных инфекций являются различные вирусы, реже микроорганизмы. А пути передачи – это чаще всего воздушно-капельный и несколько реже контактный путь передачи. Подхватить инфекцию можно и от чужого чиха, простого рукопожатия, и от близкого общения, и в случае детей от совместной игры. В то же время есть вполне определенные способы профилактики заболевания острыми респираторными инфекциями, когда риск заболевания можно уменьшить или даже полностью предотвратить. Чтобы профилактика работала,
необходимо действовать сразу в двух направлениях. Первое направление и самое главное – это ведение здорового образа жизни. Это повышает устойчивость организма к заболеваниям. Ведь здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. И второе направление – это соблюдение мер предосторожности, то есть избегать встречи с возбудителями острых респираторных инфекций. Начнем с простого, но, к сожалению, так редко выполняемого – со здорового образа жизни. На сегодняшний день отсутствием достаточной физической активности страдают дети, отдающие предпочтение компьютерным играм, а не развлечениям на свежем воздухе. Подобное явление не может не сказаться на иммунитете. Конечно, для того, чтобы восполнить дефицит физической активности у ребенка, не обязательно покупать абонемент в спортивный клуб. Достаточно даже незначительных изменений в образе жизни ребенка, чтобы иммунная система ответила благодарностью. Введите в жизнь ребенка зарядку. Это простой комплекс упражнений, подготавливающий организм к активности в течение дня. Выполняйте зарядку вместе с ребенком и предпочтительнее на свежем воздухе, на балконе или, если есть возможность, во дворе. Правильное физическое воспитание сослужит ребенку хорошую службу в будущем. Замечательно, если зарядка завершится обтиранием влажным полотенцем. Это один из моментов закаливания. В течение дня по возможности замените передвижение ребенка на общественном транспорте пешей прогулкой. И кроме этого, помните, что необходимо ребенка закаливать. Используйте для этого все возможные природные факторы. Конечно, в первую очередь это водные процедуры. Но при этом не соблюдайте правила закаливания. В понятие «здоровый образ жизни» входит также рациональное питание. Питание ребенка должно соответствовать возрасту, обязательно должно быть богатым витаминами и микроэлементами. Следите также за тем, как часто ребенок ест. Он не должен слишком часто перекусывать, поскольку тогда у него будет выделяться меньше слюны, которая обладает противовирусной активностью. В соблюдении здорового образа жизни важна также достаточная продолжительность сна ребенка. Не позволяйте ребенку надолго засиживаться за компьютерными играми, за телефоном, за планшетом. Ночью человек должен спать. И второе направление – это меры предосторожности, чтобы избежать заражения возбудителями острых респираторных инфекций. Что можно для этого сделать? Часто и регулярно проветривайте помещение. Причем делать это нужно даже тогда, когда все здоровы. А уж если дома кто-то болеет, то обязательно. Проводите частую влажную уборку. Мойте и протирайте влажной тряпочкой все, что можно. Дверные ручки и прочие предметы, которые вы используете всей семьей, обрабатывайте с применением дезинфицирующих растворов. Научите детей правильно мыть руки. Вымыть руки – это самое простое из того, что можно сделать для собственного здоровья. Поддерживайте оптимальную температуру и влажность в помещении. Если дома холодно, то шансы заболеть у ребенка возрастают. Но так же, как и холод, также вредна и духота. Разрешайте ребенку чаще гулять на свежем воздухе. Разумеется, важно правильно одеть ребенка, чтобы он не замерзал и не потел. Не позволяйте ребенку навещать заболевших друзей. Объясните ребенку, что не стоит стесняться надеть маску, если контакт с больным неизбежен. Нельзя исключать также влияние психологических факторов на здоровье ребенка. Ребенок просто подсознательно запускает в своем организме механизмы, приводящие к возникновению заболеваний. Более того, он хорошо усвоил, что во время болезни мама всегда рядом с ним, жалеет и ласкает его, поэтому использует эту схему каждый раз, как только начинает чувствовать себя одиноко. Дети часто заболевают в качестве протеста против окончания летней вольницы. Начало учебы в школе – это стресс, который ведет к снижению иммунитета. И, конечно, тут может прицепиться любая инфекция.
Иногда бывает необходима консультация психолога или психотерапевта. Главная задача в это время – снизить давление стресса. Но в большинстве случаев достаточно простой родительской мудрости. Уроки и необходимость учить их дома – это момент, который вгоняет ребенка в депрессию. Дети не могут разложить свое состояние по полочкам, но взрослые должны понимать, что с ребенком происходит. Если ребенок крепкий, то он преодолевает трудности легко, и вы даже не заметите его адаптации. Другому ребенку может оказаться труднее. Это явление проходящее. Надо поддержать ребенка. Сообщите ему всеми способами, что вы его любите. Побудьте с ним наедине и дайте ему свое внимание. Тогда он будет чувствовать, что его любят, ждут, когда он вернется из школы. Ждут встречи с ним. От этого ребенку будет приятно и хорошо. Ведь у нас же взрослых тоже иногда бывает, что нам просто необходим выходной. И надо не давить на ребенка, лучше дать ему отдохнуть. Родители для детей – это их главная защита. Очень важно действительно быть для ребенка такой защитой от всех внешних раздражителей. Поэтому даже если школьнику только кажется, что он устал, даже если он просто не выспался и нуждается в поблажке, дайте ему эту поблажку. В конечном итоге советы врачей и психологов для преодоления стресса сводятся к тому, чтобы баловать ребенка и разрешать ему в начале учебного года больше расслабляться и отдыхать. Спросите себя, достаточно ли у ваших детей радости в жизни, легкости и удовольствия. Подумайте о том, как все это можно привнести в жизнь ребенка. Стоит вместе обсудить, как вы могли бы провести будущие каникулы и ближайшие выходные. Это даст радостные цели в будущем и желание двигаться к ним. Запланируйте любые совместные удовольствия – кафе, кино, возможность просто развлекаться, побыть бесшабашным, отодвинуть груз ежедневной ответственности, расслабиться, есть вкусности, ничего не делать. Многим из нас и наших детей на самом деле этого не хватает. А после каникул такой недостаток ощущается наиболее остро. Просто любите детей и делайте для них то, что они хотели бы, да не всегда могут сформулировать. А воспитание подождет. Итак, наиболее эффективным в профилактике острой респираторной инфекции будет комплексный подход. При этом необходимые профилактические меры достаточно просты в исполнении и требуют лишь дисциплинированного подхода. Я сегодня не говорю о медикаментозной профилактике острой респираторной инфекции. Она необходима ребенку или нет, это нужно решать каждому родителю со своим участковым педиатром. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.